Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. Президент Садыр Джапаров подписал закон Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты о финансовой аренде, о лицензионно-разрешительной системе. Его целью является продвижение лизинга в стране и расширение спектра финансовых услуг путем предоставления возможности физическим лицам приобретать в лизинг авто и мототранспорт для личного пользования, а также создание предпосылок для развития инфраструктуры рынках лизинга, расширение дилерских сетей, открытие сервисов компаний, усовершенствование страхования. Принятым законом предусматривается, что профессиональная деятельность по предоставлению займов в обязательном порядке подлежит налоговой регистрации экономической деятельности в статусе коммерческого юридического лица в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров накануне внепланово ознакомился с деятельностью мобильного мультидиагностического комплекса в Сокулукском районе Чуйской области. Главу государства проинформировали о том, что в мобильной клинике пациенты могут пройти бесплатный осмотр и консультацию по широкому спектру медицинских исследований и диагностику различных заболеваний. Садыр Джапаров осмотрел клинику и побеседовал с местными жителями, которые пришли на осмотр к медицинским специалистам. На встрече были подняты вопросы относительно предоставления медицинских социальных услуг, а также другие волнующие их темы. Мультидиагностический комплекс будет работать в Сокулукском районе 3 месяца, и далее он направится в Нарынскую область. Ранее обследование в мобильной клинике прошли жители южных областей республики. Бұл жағын аябай чоң рахмат. Ушунчалык аябай сонун болууда. Сүйүнүп келдик аябай. Элге ушунчалык жардам берген ушунчалык болот да. Эми мындайда бардыгыңыздар эле биздин элибиз үчүн. Мамлекеттин колунан келсе, эле баарыңарды үстүңөрдөн баштап чоңоюңарга чейин алтын кылып коюңуздар. Төрага Жогорку кеңеши Нурланбек Шакиев подарил Национальной академии наук современное компьютерное оборудование. Вручение оборудования состоялось в рамках визита в Национальную академию наук, где Төрага ознакомился с деятельностью Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова, а также Института философии и права социально-политических исследований Алтымышбаева. После встретился с коллективом академии и выслушал их проблемы. Нурланбек Шакиев подчеркнул особую роль науки в развитии государства. Кроме того, Төрага обозначил, что для реформирования Национальной академии наук необходимо изменить работу профильного министерства. Далее встреча продолжилась в формате вопросов и ответов. И в качестве главной проблемы была названа низкая зарплата сотрудников. Кроме того, были затронуты вопросы внесения изменений в соответствующие законы и укрепления материально-технической базы академии. Республиканский центр иммунопрофилактики Министерства здравоохранения информирует, что на 18 марта в стране зарегистрировано 6081 случай кори. Активная циркуляция вируса наблюдается в Бишкеке, в Чуйской и Джалабадской областях. Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых, заявили в медике. Министерством здравоохранения усилены профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью. Министр здравоохранения Алапкадыр Бейшеналиев сегодня принял участие в церемонии открытия госаптек «Эль-Аман» на базе Национального госпиталя. Как сообщили в ведомстве, в своем выступлении министр подчеркнул стремление Минздрава обеспечить доступное и качественное лекарственное обслуживание для населения. Аптека «Эль-Аман» предлагает населению широкий ассортимент лекарственных средств по более доступным ценам, сниженным на 10-15% по сравнению с частными аптеками страны. Всего в стране уже функционирует 77 государственных аптек. Кроме того, через госпредприятие «Кыргызфармация» пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичных медицинских вмешательствах, таких как эндопротезирование и стендирование, обеспечиваются необходимыми протезами и стендами. В преддверии наступления праздника Нуруза в детском саду номер 173 Октябрьского района состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к этому важному дню. Дети активно приняли участие в праздничной программе, исполнив песни и танцы и стихи.
Ноурус, весенний Новый год – это всегда вкусно и шумно. На праздничном дастархане сумелек, бурсоки, национальные напитки и другие лакомства. Помимо угощений, малыши детского сада подготовили театрализованное представление. Еще одна праздничная традиция – окуривать пространство веточкой арчи. Это символизирует очищение и обновление, то, с чего начинается Новый год. Алас, 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 ақ сақалдарыбыз ақылды болсын, бәйбішелеріміз ыйманды болсын, балдарыбыз батыр болсын. По традициям, конечно, Ноурус отмечается под веселые песни и танцы. Все в ярких костюмах. Дети с нетерпением ждали наступления Ноуруза, ведь это время радости и веселья. Ноурус майранда дегенеме апанды Ноурус майранда куттуктап, борсок жасап, жармы жасап, сүмөлөк жасап. Сүмөлөк мага жагдамды бар. Борсок, жарма, сүмөлөк. Гел, Ноурузум, келе гой, келип колуң бере гой. Албан үш бүтүп, аткарысын тилек кой. Жыттап каламым, тагып алып жаккама. Гүл дестеп терип аламын, бейик кылып апама. Ырдадыбыз, билебиз. Мен жеңе болдум. Жеңе мен болгом, жакшы болгом. Подготовиться к празднику малышам помогали воспитатели. Взрослые не только подготовили угощения к столу, но и рассказали ребятам о происхождении праздника Ноурус. Этот праздник весны приносит вместе с собой не только радость, но и новые надежды. С наступлением Ноуруза весь мир вокруг оживает. Зеленеют травы, расцветают цветы, а тепло окутывает окружающую среду. Праздник весны несет в себе глубокий смысл, теплоту, уважение к старшим, почитание древних традиций, многовековую историю. Ноурус – один из самых значимых праздников, где дети имеют возможность погрузиться в обычаи, традиции и национальные игры. Они получают не только увлекательные развлечения, но и ценные уроки культуры и истории. В этот день принято прощать старые обиды, дарить родным и близким радость и доброту. Мероприятие завершилось дружным пением. Сымбат Алмазова, ФТРК Чуй. Полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Жумагазиев осмотрел процесс строительства новой стелы в Кеминском районе. Стела устанавливается на трассе Бишкек-Чолпон-Ата и является символом границы между Кеминским районом Чуйской области и Тонским районом Сыкульской области. Изначально стела была построена в советское время, но со временем начала разрушаться. Поэтому было принято решение демонтировать конструкцию и возвести новую стелу. Средства на обновление стелы были выделены из местного бюджета. Полномочный представитель президента в Чуйской области проверил ход строительства, качество используемых материалов и дал поручение завершить работы как можно быстрее. В целях поддержки политики цифровизации президента Садыра Джапарова Чуйская электросетевая компания в этом году установила более 14 тысяч умных счетчиков в Аламыдынском и Сокулукском районах. Однако некоторые потребители электроэнергии мало верят в умные счетчики, что вызывает ряд вопросов. В связи с этим на место выезжают специалисты и проводят разъяснительную работу. В жилом массиве Крыманджангы Аламыдынского района проживает около 1600 жителей. У 70% из них сегодня установлены умные счетчики. Некоторые жители с подозрением относятся к умным счетчикам и отказываются. В связи с этим соответствующие сотрудники Чуйской электросетевой компании ходят по домам, демонстрируют работу умных счетчиков и проводят разъяснительную работу. Бұл көрсөткүчү
Бұл сізге қанша қуаттылық берілгендіге азыркы уақытта сізде 5 киловатт бір уақытта одновременно қолдансаңыз 5 киловаттқа чейин көтереді. Министерство энергетики мы устанавливаем умные счетчики. Это в первую очередь связано с тем, что мы получаем возможность после установки снимать показания дистанционно, отключать задолженников, потом подключать. Ну, это во всех развивающих странах это в первую очередь цифровизация. Всем удобно. Отличие умного счетчика, устанавливаемого в рамках цифровизации от старого счетчика, состоит в том, что он автоматически передает показания на сервер компании в режиме реального времени, предотвращает перегрузку электрооборудования и обеспечивает удаленное обслуживание клиентов. Например, этот процесс способствует экономному использованию электроэнергии. Счетчикті қойғанына 15 күндей болып қалды. Примерно 15 дней назад прошло, как поставили дом умный счетчик. Очень удобно, так как у нас есть природный газ, и дом мы топим, мы используем электричество для бытовой техники. Если отключается от перенагрузки, мы сразу с помощью кнопки можем обратно включить. Обогреватель, холодильник, автомат. До сих пор жители использовали электроэнергию индивидуально, но экономия энергии началась в домах, где установлены умные счетчики. Это связано с тем, что если одновременно использовать всю бытовую технику, свет автоматически выключается, но его можно снова включить через несколько секунд. Реле қосылып тұрады, бұл реле. Шу қолданылған қуаттылық 5 киловаттан ашқанда ушул реле ажыратылып электроэнергия автоматтык түрдө өчөт. Өчүп калган учурда бул жашыл кнопканы басып 7 секунд кармап турсаңыз кайра күйөт. Если понять эти счетчики, то очень легко с ними жить. Нам объяснили, что нужно экономить электричество. Всех призываем рационально использовать электроэнергию. Эти работы позволят снизить технические и коммерческие потери и повысить качество электроснабжения. Всего в Чуйской области установлено 86 тысяч умных счетчиков. Жители также могут узнать, сколько энергии они израсходовали, и оплатить ее через мобильное приложение «Мой свет», не дожидаясь квитанции. Айсло Мурзакова, Шаршинбай Акынбеков, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй. С приходом в страну инвестиций улучшается не только социальная инфраструктура сел и городов, но и экономика страны. На сегодняшний день в Нарыне проводятся работы по улучшению дорог. Об этом в следующем материале. Акын Орунтаева, жительница города Нарын, рада, что наконец-то и улица очистится от грязи и заасфальтируется. Она считает, реализация таких вопросов является лучшим доказательством того, что страна находится на пути развития. Хорошо, наверное, это забота правительства о народе. Страна сейчас развивается. Могу сказать, что сейчас лучше, чем раньше. Мы теперь счастливы. Многое меняется. Вышеуказанные работы выполняются с прошлого года. На эти усилия было выделено 73 миллиона 800 тысяч сомов. На асфальтирование 44 улиц общей протяженностью около 30 километров. Из них какие-то части были полностью завершены в прошлом году. Из-за похолодания и неблагоприятных обстоятельств, создающие помехи для строительства, работы были принудительно приостановлены. На сегодняшний день добавляются новые проекты. Остальные улицы были сняты с асфальтирования в связи с земельными работами и коммуникациями перед ними. Еще осенью прошлого года мы включили в список 18 улиц на 2024 год из внутренних улиц города Нарын. Проектно-сметная документация из 18 улиц готовится сегодня. В этом году будет проведена полная реконструкция улицы Ленина, центральной части гор. Этот объект шириной 15 метров и длиной 9,5 километров. Необходимо завершить до конца этого года. Поэтому ведется поиск ведущих дорожно-строительных компаний, способных выполнить необходимые работы. Если эти цели осуществятся, красота маленького города, несомненно, станет еще лучше. Ведь параллельно с асфальтированием планируются инфраструктурные изменения. Сюда входят канавы, оросительные системы, также тротуары с двухсторонним движением. Сюда полностью входят дорожные фонари, бордюры, связанные с дорогой. Включаются ночные фонари. На самом деле речь идет о размере государственной казны для регулирования перечисленных. В связи с этим некоторые покровители и фонд Агахана заявили, что они обязательно внесут свой вклад, уделив особое внимание привлечению иностранных инвестиций.
Айсло Мурзакова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй, Нарынская область. Бишкекчан на предстоящих длинных выходных по случаю празднования Науруза приглашает к весеннему бёрдвотчингу. Как сообщают организаторы, прогулки с орнитологами пройдут одновременно в 4 парках Бишкека: Карагачаевая роща, Дубовый парк, Ботанический сад по улице Ахумбаева, парк Ататюрка. Дата проведения мероприятия 23 марта, время с 9 до 11 утра. Участие бесплатное. Выбирайте удобную для вас локацию, регистрируйтесь и сохраняйте дату и приходите, говорится в сообщении. На этом у меня все. Эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Айсло Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.